Здравствуйте, вы смотрите «Акцент». В Якутске по итогам конкурса «Кинолетопись Якутии» наградят тех, кто безвозмездно передал аудиовизуальные материалы Национальному центру аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Итоги этого конкурса будут подведены 10 апреля в Большом зале исторического парка «Россия. Моя история». И сегодня у нас в гостях один из организаторов этого конкурса Ольга Игоревна Лобанова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ольга Игоревна, расскажите, пожалуйста, подробнее про конкурс. Какие номинации представлены на конкурсе? Республиканский конкурс «Кинолетопись Якутии» проводится с 1999 года. Основная цель – это сбор аудиовизуальных документов и привлечение нашего народа к сбору аудиовизуальных документов. В этом году будет 16-й по счету конкурс. В этом году представлено 8 номинаций. Номинации у нас всегда разные. Это зависит от самих тем, которые сдали фонд в этом году, и также от актуальности темы. Например, в этом году год театра, и одна из номинаций посвящена театру, называется «Народный театр». Конечно, не хотелось бы раскрывать все подробности и оставить интригу. Вот 8 номинаций в этом году. Сколько работ поступило в этом году и сколько из них было отобрано для участия в конкурсе? В этом году в наш фонд поступило 1043 аудиовизуальных документа. Из них отобрано 62 киноматериала, которые имеют историческую важность и культурную важность для нашей республики. Но награждаются только 15 из этих работ. Какими годами датируются работы? Из работ, представленных в этом году, какая является самой старинной? В этом году есть работы 92 и 1995 года, но самая ранняя из работ — это работа Алексея Щербакова, московского кинооператора. Он приезжал по заданию творческого объединения «Экран» в Якутию в 70-е годы. И его съемки в этом году самые ранние. Какая хроника является самой ранней в вашем центре? Самая ранняя хроника датируется 1924, 25, 26 годами. На них запечатлены известные политические деятели Якутии Максим Кирович Амосов, Исидор Барахов, Анимпадис Сафронов, Александр Иванов-Кюнде и важнейшие исторические события с их участием в Москве, Ленинграде и Баку. Да, мне знаком этот материал. Кто его предоставил? Очень интересно. Данный материал нам представил Васильев Юрий Иванович, ученый-тюрколог. За эти годы, что существует конкурс, были ли найдены какие-нибудь ценные материалы? Конечно, таких материалов было предостаточно. Наиболее интересным материалом являются похороны Владимира Ильича Ленина. Наша делегация из Якутии присутствовала на данной процессии. Это 1924 год. Также у нас есть ценные кинодокументы. Это съемки 1939 года о работе ведущих советских ученых-мерзлотоведах, исследовавших природные наледи в Верхояне. Документальный фильм о победном Исыхе в Уселданском улусе 1945 года. Таких артефактов достаточно много в наших фондах. Очень интересно, Ольга. А расскажите, как обычно происходит? Вот, да, вам кто-то приносит или вы случайно где-то находите, поиски какие-то ведутся, может? Конечно, мы проводим поиски, мы сами тоже всегда узнаем, если где-то увидели, допустим, может быть, сейчас интернет как бы популярен, да, и в интернете бывают такие материалы, которые нас интересуют. Мы связываемся, ищем контакты этих людей, связываемся. Допустим, с Алексеем Щербаковым мы наладили переписку через адрес электронной почты. Таким образом, его материалы попали в наш фонд. Он передал еще не все, и нам еще предстоит много открытий, потому что кинопленка Алексея Щербакова еще до конца не оцифрована. Также люди, конечно, зная о нашем фонде, мы стараемся его популяризировать. Для этого создаются специальные конкурсы, как «Кинолетопись Якутии». Помимо этого есть еще и молодежный конкурс. И мы стараемся, конечно, привлечь население к сохранению аудиовизуального фонда. Люди к нам обращаются, и сами вы видите по статистике, что довольно много таких людей. То есть это взаимная работа, не только наша, но и со стороны других людей тоже. Ольга, можете рассказать, кто обладатели гран-при и победители прошлых годов? С какими работами? Например, в прошлом году был очень интересный материал под названием «Русская жерба».
Жерба — это населенный пункт Ленского района. Сдали нам ее Русская Православная Церковь города Ленска. Там хроника о поселке. Очень интересный материал. Конечно, в прошлых годах победителями кинолетописи Якутии становились и известные люди. Например, Николай Сантаев передавал очень много материалов. Оператор Николай Сантаев, все его, наверное, очень хорошо знают. Да, он очень много материалов сдавал для нас. Ну, также не только профессионалы становились обладателями гран-при, но и работники далекие даже от этого. Вот, например, был интересный материал, который нам сдал Владимир Сергеевич Мержевич. Его собственный видеоархив о визитах космонавтов СССР в Якутию. Был такой материал. То есть не только профессионалы, а простые люди, граждане могут, да, сдавать вам свои работы. Да. И вы все архивируете. Да, конечно. Ага. Но, конечно, нужно сказать, что главный критерий отбора в конкурсе — это не операторское, режиссерское искусство, а ценность при утрате информации. То есть материал может быть нехорошего качества, он может быть в плохом физическом состоянии, но если мы потеряем этот материал, он будет невосполним при утрате. Это наше достояние, достояние нашей республики. И это главный критерий оценки, то есть историческая, культурная важность. Расскажите немного про предстоящий финал конкурса. 10 апреля в историческом мультимедийном парке «Россия. Моя история» состоится финал подведения итогов. С 15 часов мы подготовили выставку раритетного кинооборудования Музея кино. Также мы будем показывать фильм собственного производства, он называется «Кинекелле», о якутских киномеханиках-передвижников советского периода. И еще мы подготовили сюрприз для зрителей нашего конкурса. Мы покажем фильм к 20-летию советского кино. У нас есть вот такой материал. А с 16 часов начнется само мероприятие. Будет очень интересно. Да, планируется очень интересное мероприятие. Приглашаем всех жителей, неравнодушных к истории нашей республики, посетить данное мероприятие, а также призываем всех, если у вас есть какие-то видеоматериалы, которые будут интересны нашему фонду, пожалуйста, приходите к нам, сдавайте. Мы всегда открыты к общению и ждем вас у нас в гости. Ольга, спасибо за интересную беседу. С вами был «Акцент». До новых встреч!